Я хочу вам рассказать о системе контрольного оценивания по МК-Салям. Немножко теория. Управление любым процессом и процессом обучения в частности предполагает осуществление определенной системы проверки, то есть контроля эффективности его функционирования. Контроль направлен на получение информации, анализируя которую учитель вносит коррективы в преподавании, в осуществлении процесса обучения. Есть определенные требования к организации контроля в учебной деятельности. Назову некоторые. Индивидуальный подход, обязательно систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах процесса обучения, разнообразие форм контроля, объективность контроля, дифференцированный подход. Соблюдение указанных требований обеспечивает надежность контроля и выполнение им своих задач в процессе обучения. На различных этапах обучения используются различные виды контроля. Предварительный, когда происходит актуализация прежних знаний. Текущий, он происходит в повседневной работе. Тематический контроль, итоговый контроль, это годовые, четвертные, триместровые, контрольные. Методы контроля обучения – это устный индивидуальный контроль, вызов к доске, устный фронтальный контроль, который предполагает лаконичный ответ с места, письменный контроль. Необходимо особо отметить такие методы контроля, как взаимоконтроль и самоконтроль. Эти виды контроля развивают такие навыки, как справедливость, честность, чувство коллективизма. Взаимоконтроль и самоконтроль должны предшествовать оценке учителя. Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение учениками границ знания, незнания, своих потенциальных возможностей. И контроль учащихся должен быть направлен на выявление индивидуальной динамики развития учащихся от начала учебного года к концу, от года к году. И ни в коем случае здесь не нужно сравнивать, не допускается сравнения учеников с другими детьми, идет только сравнение, что происходит, какие успехи ребенок достигает сам. Итак, контроль знаний учащихся является составной частью процесса обучения. Хорошо поставленный контроль позволяет учителю не только правильно оценивать уровень знаний учащихся, усвоения изучаемого материала, но и увидеть свои собственные промахи и какие-то успехи, удачи. Все это мы постарались учесть при создании нашего учебника. Остановлюсь на проверочных уроках, которые есть в каждом модуле. Они проводятся в виде игры, диалогов, монологов, полилогов, индивидуальной работы, работы в парах, работы в командах. Учащиеся не задумываются и не подозревают, что идет какая-то проверка, идет контроль знаний. И поэтому им используют все свои знания, свой потенциал, выполняют задания, включаясь в игру. Исключается ситуации стресса и испуга. Каждый проверочный урок начинается с повторения пройденной лексики и структуры, которые учащиеся усваивали. Первый этап называется «Искать тишер». Для этого можно проводить разнообразные упражнения. Мы предлагаем такие, хотя каждый учитель может этот этап провести так, как он считает нужным. По цепочке показываются картинки. Ученики быстро называют слово. Если кто-то затрудняется, из цепочки выпадает, и потом отвечает индивидуально, и класс, группа ему может помогать. На данном этапе возможно исправление и помощь. Следующее. Учитель показывает в определенном порядке картинки, не всегда их правильно переводит. Ученики молча записывают единицу, если перевод правильный, и 0, если перевод неправильный. В итоге получается такой определенный набор нулей и единиц, и по которым можно сразу проверить, знает ли ребенок
правильно ли он знает слова. Сюда можно включить и карточки со старой лексикой, но лексикой, которая необходима для этого проверочного урока. Следующее, что можно применить и очень успешно работает, называется «сыны-вташамны тикшер». В этом упражнении можно повторить нужную на уроке лексику, которой нет на картинках, и какие-то трудные структуры. Ученики тестируют друг друга, используя карточки, которые могут сами же и сделать. Когда они делают эти карточки, они заодно и повторяют эту лексику. После подготовительного этапа идут 3-4 задания. Остановлюсь на наиболее любимых видах работ. Первое – это игра, которая называется «Оккушелар-хам оккатушелар». Дети делятся на 2 команды, причем команду выбирают сами. Одни из них являются учителями, другие – учениками. Учителя, которые выбрали роль учителя, задают вопросы, а ученики отвечают. Учителя помогают, если ученики затрудняются, потом они меняются ролями. Еще один из любимых игр, которые проводятся на контрольных уроках, называется «Сейля». В этом упражнении помогают вопросы-подсказки. И сильные ученики, как правило, этими подсказками даже не пользуются. Очень нравится детям работа в командах, когда надо что-то сделать вместе, потом рассказать, озвучить то, что они сделали. Обычно команда работает одновременно и помогает друг другу, делает какую-то работу. Это тоже такой хороший опыт для них. Есть и другие задания. Например, «Отгадай загадку». Отгадывают по описанию. Описание, естественно, идет на татарском языке. Потом они сами придумывают различные загадки. Есть аудирование, прослушай и нарисуй. Есть прочитай, выполни задание и так далее. Конечно же, в 1 классе оценки не ставятся, и результаты проверки заносятся в определенную таблицу, которая заранее готовится к этому уроку. Вот выглядит вот так вот таблица. Она зависит от того, какие задания даются на этих проверочных уроках. После нескольких, то есть здесь учитель незаметно заносит результаты, слушая, как дети работают, и немножко их направляя, если это нужно. После нескольких модулей предусмотрены контрольные работы. Они рассчитаны на контроль усвоения материала 3 модулей. К этим контрольным работам нужна небольшая подготовка, потому что она идет письменно, и дети, привыкшие больше работать устно, часто делают ошибки, теряются, и поэтому здесь хорошо бы их немножко подготовить к этому. В середине урока надо обязательно сделать физкультурную минутку, зарядку. Дети очень любят выбирать сами из предложенных физкультурных минуток, и сами же они это проводят. И в конце проверочного урока обязательно проводится рефлексия. Да, вот контрольный вид контрольной работы. В конце проводится рефлексия. Обязательно идет разговор с детьми, как они оценивают свою работу, какие виды работы им нравятся, какие были затруднения, за что можно себя похвалить, за что можно похвалить своих одноклассников. И, конечно же, урок завершается тем, что они хвалят друг друга, говорят комплименты и делают это тоже на татарском языке. В общем-то, все, что я хотела сказать. Желаю вам успехов в освоении учебника 21 века. Омашлар Талим.